Легковушки, большегрузы, квадроциклы и даже спецтехника. Бывает так, что очередь на паромную переправу начинается еще за много километров до нее. Ну а водителям и пассажирам приходится стоять в очереди в часы пик, а здесь это обычно пятница и выходные дни, до 4 часов. И все это ради одного единственного заветного желания – попасть на другой берег реки Лены. Вот, например, кадры от 31 мая. Очередь на паром со стороны Якутска. Самый настоящий караван из машин растянулся, начиная с улицы 50 лет Советской армии. 2 июня пассажиры жалуются на бардак при въезде на переправу, интересуясь, кто же все-таки контролирует местами стихийный заезд. А это уже взгляд с другой стороны. Очередь на паром в Нижнем Бестяхе начинается еще до спуска с берега. Неудивительно, что нервы у водителей и пассажиров начинают сдавать. Видите, как все сейчас накопителей полно, а паромок нету. Вообще безобразно. Нету расписания. По-моему, не по наполнению едут оттуда с Бестях. Давно вы в очереди стоите? Нет, недавно приехал. В целом, как оцениваете? Долго стоять, быстро проходит, но лучше, хуже стало? Конечно, лучше. Сейчас лучше. Ну, драки нету. Столь плотный пассажиропоток заставил региональный Минтранс увеличить частоту паромного сообщения. На линии Якутск-Нижний Бестях уже работают 14 паромов. 9 на переправе в Даркалахе, еще 5 на соседнем Аяме. Это максимальное возможное количество с учетом имеющихся причалов. В среднем в сутки перевозится 2500 машин. В пятницу мы предполагаем и знаем традиционно, что это население нуждается в более кратчайшим сроком уехать на тот берег. У нас сейчас запущен режим турбо, так мы его называем. Значит, на прошлой неделе еще не все паромы были на линии, значит, по объективным причинам, то есть паром, техника, которая, в общем-то, должна быть исправна в состоянии выходить на линию, и мы к безопасности относимся очень скрупулезно. Значит, поэтому сейчас я подчеркиваю, что все паромы заявленные, 9 максимально в расписании могут одновременно работать, они все на линии. Паромный вопрос поднимается в Якутии каждое лето. В последние годы ситуацию удалось значительно улучшить. Саму переправу оборудовали накопителем и разделителями. Однако вопрос многочасового ожидания под знойным якутским солнцем это пока не решило. Хочется верить, что в период главного праздника республики Сэха жителям Якутии не придется тратить время на ожидание парома. Для того, чтобы встретить праздник на своей малой родине и в хорошем настроении. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск.